я думала, о чем рассказать, но думаю, что о самом свежем. Дело в том, что пандемии мы благодарны. Именно пандемия, именно Zoom поспособствовал тому, что на просторах интернета, в Zoom, у нас активно и очень плодотворно заработал наш абхазский семинар. Благодарны Регине, как организатору, и, конечно, и Владимир Константинович, и Василий Шамонович, активные участники, авторитет которых привлекал нам больших ученых, деятелей абхазской культуры. Вот на последнем семинаре у нас Станислав Засимович Лакоба выступал, которого мы не могли заманить в связи с юбилеем, вот, но все равно удалось трудами и наших аксакалов. И что я хочу сказать? Когда у меня не так давно брали интервью радио Абхазии, я неожиданно подсчитала, что 20 лет тому назад я занялась, вероятно, абхазской темой. Как это случилось? У нас в 2003 году, к десятилетию Победы, проводили с Институтом гуманитарных исследований Василий Шамонович вашими трудами и инициативой конференцию. Нас приехало человек 10 из Института мировой литературы, и вот мы приезжаем в Абхазию. И когда пересекли границу, вы знаете, все, я ничего не видела, слезы, потому что только 10 лет прошло после войны. И с этих пор, и тогда меня познакомил Василий Шамонович с Региной. И вот с этих пор ни шатка, ни валка, по-разному складываются судьбы всех нас. Я почему, говоря, обращаюсь к молодому поколению. Сейчас, может быть, вам какие-то вещи кажутся не столь важными. А потом одно, другое. Сначала Тарнау со своими воспоминаниями кавказского офицера, потом шире. 7 печатных листов. Это книжка. Да. Она небольшая, но это книжка. Это только 2-я статья. Предыдущая, 1-я такого же объема. И 3-я будет едва ли не больше. И меня, вы знаете, поражает, насколько тщательно, вы знаете, это самое мелкое сито, через которое Василий Шамонович пропускает материалы. От многотомников по истории Кавказа, где, пусть небольшое, но упоминание об Абхазии есть, до самых малоавторитетных, так скажем, авторов, но которые писали об Абхазии. И что это дает? Вот у нас есть еще один журнал электронный в нашем отделе «2 века русской классики». Сейчас в 1-м номере выходит двойной такой замечательный материал о Новоафонском монастыре. Василий Шамонович увидел. Ну, все знают, что книга «Абхазия, да, и в ней Новоафонский монастырь» архимандрита Леонида Кавелина существует. Так или иначе на нее ссылаются, не углубляясь, не глядя внимательно порою на титульные листы. Год издания, а там 2 года. Потом на подпись, которая существует в буквенном выражении. Василий Шамонович, это поразительно, как проследил всю запутанную историю вопроса. А это же, понимаете, это надо... Ну как, ведь студентам мы обычно даем читать... студенты читают много в интернете, правильно? Да. К сожалению. В основном. К сожалению, да. Я уже не останавливаюсь на вопросе о том, что разные полушария головного мозга по-разному воспринимают книжный текст, это творческое полушарие, и компьютерный текст, это только информация. Поэтому читайте все-таки лучше тексты, лучше книги открывайте. Но в свое время от студентам Московского университета говорилось так: читайте именно это издание. Это должны быть академические или научные издания. Потому что вот та самая текстологическая наука там ставит свою пробу. Верить можно.
верить можно. Даже по Толстому, я хочу сказать. Анна Каренина начинается. Откройте любое издание и увидите. Помните, там все смешалось в доме Облонских. Мужа третий день не было дома. Извините, это русский дворянин. Он абы где ночевать не будет. Это, понимаете, это уже начало 21 века, и вообще непонятно, что перемешалось не в доме Облонских, а в человечестве, что муж, не муж, третий день, третью неделю, третий месяц, третий год, приехал, не приехал. А это другая культура, это культура XIX века. Этого быть не могло. И оказывается, когда готовили статомное собрание, внимательно прочитали рукописи и увидели, что не третий день. А у вас у всех написано третий. Мужа целый день не было дома. Разница? Да. Вот в этом. Понимаете, поэтому надо знать, какие книги вы берете в руки, что вы читаете. Следующий раздел книги «Страницы истории Абхазии». Ну, какие-то разделы повторяются из первого тома, переходят. Здесь Лариса Есенина Цвижба, прекрасный, архивист, тщательнейший, посмотрите, какая интересная вещь. Докладная записка капитана генерального штаба графа Павла Ипполитовича Кутайсова. Вот две записки она подготовила. Я хочу сказать, что как редактор я читаю как песню, знаете, как наркоман, наверное, какой-то. Название одно, другое, третье, какой род где живет, какая фамилия. Все это звучит для меня, и я погружаюсь вот в этот замечательный мир. Следующая моя статья «Новоафонский Симоно-Каноницкий монастырь к предыстории». Я написала по 2 письмам небольшую статью. Дело в том, что в Крыму перед Крымской войной появился архиепископ, назначен был архиепископ Иннокентий Борисов. И потом началась Крымская война, и когда она закончилась, вскоре архиепископ Иннокентий скончался, он простудился и погиб. Но еще до начала Крымской войны у Иннокентия Борисова появилась идея создать русский Афон в Крыму. Еще до нас, понимаете, это предыстория. Русский Афон в Крыму. Действительно, вот монастырь, киновии, скиты по всему полуострову. Что-то не успелось создать. Но монахи писали ему письма, и это тоже отдельный наш проект. Но Иннокентию было мало Крыма. И он пригласил Будберга, начальника русской береговой линии. Они часто пили в Крыму чай на веранде и беседовали. А что там у нас налево по берегу? И что там у нас с христианскими святынями Пицунды? И Будберг 2 письма написал Иннокентию Борисову вот о состоянии Пицунды до Крымской войны. Это был примерно 49-го года 2 письма. Что же вы думаете? Я уже получила от корректора свою статью, вдруг мне присылают из Петербурга: Марина Ивановна, наша Татьяна Александровна, вот у вас абхазская тема идет, посмотрите, есть еще 2 письма. Я сначала думаю, как-то уже, лень матушка. Я смотрю на студентов. Бывает, что лень матушка? Достаточно подготовили для семинара, все это. Но статья написана. И вдруг я вижу, что это 2 письма монаха, который был при Пицунской миссии, и он пишет, они абсолютно перекликаются, эти 2 письма, с теми 2 письмами, абсолютно. Потому что этому монаху заказали рисунок сделать с рисунков Норова. Да, копию для Иннокентия. И еще он пишет: да, такая хорошая погода,
Я Сергея Антоновича именно этой цитатой соблазняла. Такая хорошая погода, птицы поют, деревья цветут, все замечательно. А вот летом начнется малярия, вот тогда вот наши страдания. Так что вы видите, что я просто хочу показать вам пример, что это нескончаемая работа. Мы не можем восстановить в прошлом прошлое по минутам, но полнота нашей работы, добросовестность наша научная, она всегда будет видна по результатам. Не просто наболтать что-то как-то, а именно найти, накопать, нарыть документы в архивах или в книгах. Потому что мы знаем, что издания, вышедшие даже, но не переизданные, они тоже таят в себе очень много практически забытого. Практически забытого. Теперь следующее, идем дальше. Вот Стерликова Софья Нина Анатольевна, она уроженка Сухума. Тоже. Да? Да. Свои все люди. Да, все вот такие. Дела красноречивее слов. Служение епископа Андрея Ухтомского в Абхазии. И ее же дальше пойдет сотрудник Закавказской миссии, издания епархиального церковного братства святого благоверного князя Александра Невского в городе Сухуме, указатель статей. Вот понимаете, опять-таки для студенческой аудитории такие вещи, казалось бы, они взял этот журнал, он выходил, вот видите, как он название выглядело, взял этот журнал, переписал статьи, посмотрел, а для исследователей это именно хороший справочный материал. И вот я когда просматривала это, пишу Василию Шамоновичу, а оказывается, здесь есть статья, публикация Гулия. А я не знаю, да. У меня сразу возникает вопрос, а известна ли эта публикация в таком, малоизвестном, каком-то небольшом журнальчике епархиальном? Да, Василий Шамонович, как вы мне сказали, что материал известен, да? Но вот здесь уже уточнить все равно выходные данные. И здесь же, в этом же разделе, страница «История Абхазии», статья Аслана Фазлыбеевича Авицба, протоиерей Георгий Голубцов и его поездка на Всероссийский церковный Московский собор. Понимаете, вопросов не возникает об абхазо-грузинских отношениях и церковных. Как все это происходило? Вот, пожалуйста, документы. Очень интересный материал. И вот значит, второй раздел. Третий раздел. Картины и образы Абхазии в русской литературе. Вот здесь у нас Владимир Константинович Зонтария. «Кавказ в жизни и в мировосприятии Толстого. Обобщение опыта исследования кавказской проблематики». Все-таки мы разделяем литература, словесность. Здесь художественная литература. Следующий раздел нашего второго тома – межкультурный диалог. Очень интересно. Юрий Дмитриевич Анчебадзе нам большую статью представил «Русская и абхазская литература. Социокультурные аспекты исторического взаимодействия». Невероятно интересная статья. Я не буду ее сейчас пересказывать, это надо читать, потому что, естественно, мы здесь соблюдаем в нашем труде, и, может быть, даже это и хорошо, многообразие стилей индивидуальных подходов к материалу, потому что каждый исследователь, каждый ученый обладает своей физиономией, правильно? В хорошем смысле. И, конечно, Юрий Дмитриевич Анчебадзе, будучи такой очень серьезным академическим ученым, он написал серьезный труд. Далее Владимир Константинович Зонтария, потому что здесь три материала Владимира Константиновича
углубляясь в историю театрального искусства из летописи русско-абхазских культурных взаимосвязей. И так, забегая вперед, скажу, что в паре с Эльвирой Анатольевной Арсалия Александр Шервашидзе Чачба, эскиз декорации и костюмов к спектаклю Николая Еврейного «Веселая смерть». Вот два эти материала, они небольшие. Но вы понимаете, как на японские миниатюры смотришь и не можешь наглядеться, вот так же и в эти две статьи, в эти два материала я просто сейчас говорю о своих впечатлениях, потому что я была первым, как редактор, первым читателем этих материалов. Также не начитаешься, и сразу хочешь раздвинуть границы и в интернет, про эту эпоху, про деятелей, про имена, и думаешь, Господи, какой же красивый этот был период. Ну, каждый период прекрасно и значимо по себе, но и этот период особенно то, что описано у Станислава Зосимовича Лакобы. И межкультурный диалог заканчивается статьей Лили Ризовны Хагба о взаимосвязи эстетических представлений о красоте с эстетическими нормами, абхазско-абазинско-адыгские параллели. Посмотрите, вроде бы это чисто лингвистический материал, но он выходит на эстетику, и он завершает, показывает глубинные связи. Опять-таки я позволю себе такой призыв к аудитории, как взрослой, так и юной аудитории. Возможно, чем бы вы ни занимались, но если вы занимаетесь хорошо и добросовестно, то всегда гармонично это будет укладываться в общую картину нашего направления, вот, российско-абхазского исследования. 5-й раздел «Искусство перевода» открывается тоже большой монументальной статьей Вячеслава Акакича Бигуа. Он очень серьезен, и не сразу он раскачался, чтобы поддаться на наши уговоры, принять участие, но все-таки он прислал статью, работу, труд даже, перевод как важный фактор межлитературного и межкультурного диалога из истории переводческой деятельности в Абхазии и России, русско-абхазский и абхазско-русские сегменты. Очень интересно, монументально, капитально, как всегда у Вячеслава Акакича это бывает. Следующая статья Владимира Константиновича Зонтария. Вернее, это не статья, это предисловие. Потому что тоже, когда мы встречались в Зуме, разговаривали, вдруг выясняется, понимаете, вот живые какие-то контакты рождают идеи. Без живых контактов, но я Zoom тоже считаю как... Я фанат Zoom теперь, вот после наших общений, да. И когда Владимир Константинович заговорил о переводах философской лирики, я говорю, а давайте мы сделаем вот так вот, да? Покажем, опубликуем на ваш выбор, сколько хотите. Мы никогда не ограничиваем в наших общениях ни время, ни листаж. Вот чтобы все знали. Это здорово. Да. Это здорово. Да. И никаких вот таких пошлых этих звонков, колокольчиков у нас нет. Владимир Константинович нам дал целый раздел «Русская классика» в переводах Владимира Константиновича Зонтария. То есть после небольшого предисловия читаем Пушкин, Лермонтов, Фет, Тютчев, Блок. Да. Замечательно. И представьте себе, вот тоже имейте еще один пример того, как все равно надо улавливать души человеческие, да, и улавливать материалы. У нас по неабхазскому семинару, естественно, а по другим нашим встречам, конференциям проходит монах Нафанаил. А в миру он Борис Геннадьевич Бобылев,
иродиакон, доктор педагогических наук, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Да? Он занимается методикой, я узнаю в разговоре с ним, что он занимается методикой преподавания, его докторская была, русского как иностранного. Я говорю, так, говорю, пожалуйста, дайте теорию и заострите на Абхазию. У нас все работают быстро и хорошо. Через пару недель у меня была на 3 авторских листа его работа, филологический анализ художественного текста как средство постижения духовной силы и красоты русского слова. Предметно-дидактические аспекты. Вы посмотрите, вот как в свое время, когда в Московский университет пришел Пушкин, вот поэзия, а вот литература, а вот история литературы, сказал ректор. Да? Так вот, пожалуйста, вот она, поэзия и искусство перевода Владимир Константинович Зонтария, а вот, пожалуйста, срез такой, как надо студентам открыть вот все особенности постижения духовной силы и красоты русского слова. Отдельный раздел у нас посвящен материалам, которые до нас дошли, не все, конечно, конференции «Литературное наследие Баграта Шинкуба». Была конференция, и несколько статей мы опубликовали. Владимира Константиновича Зонтария, Ларисы Исинны Цвижба и Валентина Астамуровича Когония и Регины Леонтьевны Авицба. Вот у нас 4 статьи составляют. И последнее, наконец, раздел, который называется, здесь тоже есть такой раздел, и мы его повторили. «Абхазия в фотообъективе». Регина нашла в архиве Ленинской библиотеки небольшую брошюрку на французском языке. На французском языке был такой барон Жозеф де Бай, который совершил путешествие в Абхазию, этнограф. Регина организовала перевод. Знаете, всегда надо понять цель свою. Если даже мы не знаем китайского языка, мы можем же организовать перевод и сделать, потому что нам это нужно ввести в научный обиход абхазоведов, правильно? Вот, организовала перевод, проверили, отредактировали, все сделали, написала предварительную статью, вот, научно-исследовательская миссия барона Жозефа де Бая в Абхазию. И потом мы поместили сами воспоминания об экспедиции. И, наконец, закончили все это «Виды и типы Абхазии» из фотоархива Жозефа де Бая. Вот такой 2-й том нас ожидает в ближайшее время.